Все они находились в одной комнате, их аватары, но физически они находились в разных местах. Нажатие на кнопку, и вот она, виртуальная реальность. Провести онлайн-конференцию или занятие, находясь в километрах друг от друга. Это уже не фантастика, а вполне красочная реальность. Надевая очки, каждый пользователь оказывается вот в такой виртуальной комнате. Ее создает в специальном приложении. Это своего рода зал ожидания. Здесь с помощью пульта можно выбрать нужную игру или специальный обучающий материал. Погрузиться в процесс изучения предметов с головой теперь выражение не фигуральное. В ближайшие 5 лет виртуальная реальность должна прийти в каждую российскую школу и университет, говорят в КФУ. Пока нет хорошего программного обеспечения. Пока мы можем рассматривать как элемент и графикации, то есть это могут, например, место преступления для юристов. То есть они одевают, и они попадают в это место преступления. Это может быть анатомия человека. Во время пандемии преподаватели вузов покоряют все новые онлайн-платформы. В Казанском федеральном университете технологии будущего изучают на базе педагогического центра. Задача – подготовить учителей нового поколения. Дистанционная форма обучения может потребоваться в любое время. Это не только эпидемия, это не только чрезвычайные ситуации. У нас достаточно много больных детей. Тут должна быть очень хорошо разработанная на научном уровне методика. В эпоху электронного образования важно сократить разрыв между цифровым поколением детей в школе и аналоговым поколением учителей. Об этом говорили на Международном форуме для педагогов КФУ. В этом году из-за коронавируса он впервые прошел в онлайн-формате. В течение 2 недель представители вузов России и других стран мира обсуждали, как идти в ногу со временем. Это прежде всего касается цифровизации. Главные преимущества, которые как проблемы выявилось в эти дни, это отсутствие в стране единой, наверное, базы, платформы для трансляции дистанционного образования. Представьте, как работает сегодня вирус COVID-19, мало, наверное, кто знает, да? А если в виртуальном мире все это можно представить, смоделировать, и тогда приходит большее понимание, каким образом все эти вещи работают сегодня. Как ни крути, очные лекции все равно ничем не заменить, говорят преподаватели. Международный форум собираются провести и на следующий год, вот только уже в офлайн формате. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.